так у нас выглядит наш спальный. Крыша обрушилась. Может, еще вчера эта комната напоминала спальню, а сейчас обрушенная штукатурка, мокрый пол. Такая же картина и у соседей. Сегодня я хотела сделать ремонт, побелить, и вот после стихийной бедствия у меня попадала крыша, сломали шифер. Вот все, что у нас творится. Жители радуются хотя бы тому, что от грозы и ветра пострадал только дом. Детей сразу вывели из помещения, а мужчины начали делать подпорки, чтобы сохранить хотя бы то, что осталось. Вот сразу дождь начался, и с дороги прямо вода зашла туда, в подвал. Кухня там находится, кухню затопила, подвал затопило. Вот здесь тоже стоит лужа. Позвала его соседа, он мне сделал там дырку, чтобы вода туда пошла. Вот. Под атакой стихии оказались целые дома, машины, огороды. Юсуп Талдиев из дома выходит в высоких болотных сапогах. Иначе выйти просто нельзя. Весь двор залило водой, затопило и кухню, где также без резиновых сапог не обойтись. Потекла крыша, говорят, как раз про такой случай. Сильный ветер с градом сломал все на своем пути. Окна, кровлю. В социальных сетях каждый час появляются видеоролики от жителей. Разбитые стекла машин и поломанные деревья. Вот таким вот образом жители Ингушетии устраняют последствия урагана. Вот, к примеру, на этом огороде рос лук, чеснок, картофель. Сейчас мы видим, просто лежит трава какая-то. Даже неизвестно, он уже поднимется, этот лук, или нет. Картофель уже практически полностью уничтожена. Ну, еще немножко чеснока здесь осталось на огороде. МЧС информирует, до конца суток и в ближайшие пару дней в республике местами ожидаются сильные дожди. Ливни с усилением ветра до 20 метров в секунду. В случае ЧП звонить в службу 112. В Центр управления в кризисной ситуации поступило сообщение, в основном от жителей сельского поселения Икажево, о нарушении кровли в результате выпадения сильных осадков в сочетании с градом. О нарушении кровли в домовладениях в настоящее время по проверке данного факта работают 3 оперативных группы от администрации Назранского района совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия для уточнения данной информации. В случае ущерба, нанесенного домовладением, им необходимо обратиться в администрацию по месту жительства, которая непосредственно будет рассматривать их вопросы. Автовладельцам хотелось бы напомнить, что в случае урона, нанесенного их транспорту, они должны обратиться там, где застрахован их автомобиль, то есть в данном случае это страховые компании. Серьезных чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, но жителям стоит быть бдительнее и помнить, что стихия может заглянуть в гости неожиданно. А если хоть немного к ней подготовиться, то и последствия будут куда меньших масштабов. Руслан Албогачиев, Хаваш Гойгов, Новости 24.